Паркет Невиномысского спорткомплекса «Олимп» стал родным для чеченской команды. Именно здесь МФК «Беркут» на протяжении сезона принимал своих соперников. Это временная мера, пока у команды не появится своя площадка в Грозном. Конечно, болею я как за весь российский футбол, но я болею за россиян и за чеченцев. «Беркут» – молодая команда, основанная всего пару лет назад. Однако этого времени хватило, чтобы добраться через несколько дивизионов в высшую лигу чемпионата страны и отыграть там один полноценный сезон. Последняя игра, нам надо доказать и руководству, и фанатам нашим, что есть надежда, есть за что болеть, есть будущее у мини-футбола Чеченской Республики. Настрой, после всех игр, настрой все равно хороший. Выходим на каждую игру выигрывать, но там как получится. Что же касается непосредственно матча, то в нем «Беркуту» противостояла команда, находившаяся в верхней части турнирной таблицы. «Ухта» с первых же минут показала себя более опытным и мастеровитым коллективом, открыв счет в матче, а затем и удвоив преимущество. Хозяева отыгрались усилиями капитана команды Ахмеда Барханова. Однако уйти на перерыв при ничьей грозненцам не удалось. «Ухта» забивает в раздевалку. Итог первого тайма 2-3 в пользу гостей. В начале сезона «Беркут» привлек российских игроков, имеющих опыт выступлений на самом высоком уровне. Однако, чуть набравшись футбольных знаний, клуб решает сделать ставку на чеченских воспитанников. Вячеслав Богатов – один из тех, кто недолго, но плодотворно выступал в составе «Беркута». Сегодня футболист вынужден противостоять бывшему клубу. Эмоции только положительные. Все равно все ребята мне друзья, вы мне все друзья. Расстались мы хоть и расстались, но все равно на доброй ноте. Первая игра, тяжело, ребята молодцы, дают бой, все-таки 3-2. Молодцы, в общем, так скажем. Приятно вернуться сюда, в этот зал, играть. В начале второго тайма все тот же Барханов сравнивает счет. Кажется, что «Беркут» вот-вот переломит ход встречи и выйдет вперед. Однако ближе к концу игры грозненцы, имеющие в составе всего 7 игроков, физически не выдерживают напряжения матча. «Ухта» уходит в отрыв. Ахмед Барханов забьет свой 4-й гол, но этого будет недостаточно. То, что нас меньше, все это некие отговорки. Играть надо, площадка есть ноги, руки, надо бежать, играть. 2-0 проигрывали, 3-2 проигрывали, смогли 3-3 сравнять счет. То есть минут 25 держались, даже больше, по-моему, минут 30 где-то у нас игра шла на равных. Но опять-таки игра длится 50 минут, а не 30 минут. В любом случае сезон выдался скомканным, но тем не менее футболистов открыли наших местных, и команда в целом более-менее начала сыгрываться. Плюс некая история для нашей всей республики. Кто-то скажет, что первый сезон высшей лиги для МФК «Беркут» вышел комом. Однако грозненцы сохранили за собой место в этом дивизионе. Ребята набрались бесценного опыта, а чеченская команда все же заявила о себе в мини-футбольной элите страны. Тавилан Гучигов, Вислан Гаирбеков, Мурат Хасинов. Новости.